Отлично. Пойти вот тут. В смысле видео недоступно? Угу. Хорошо, я вижу чат. Погнали. Je bois de l'alcool. Отличное начало. J'écris une lettre. J'écris. J'écris une lettre. J'écris une lettre. Elles lisent nos livres. Lisent. Elles lisent nos livres. Наши книги. Elles boivent du vin. Elle boit. Elles boivent du vin. Elle boit. Boivent. Elles boivent du vin. Elles boivent du vin. La femme lit un livre. La femme lit un livre. Le lion boit. Le lion boit. Boit. Le lion boit. Le lion boit. J'aime manger des frites. J'aime manger des frites. Je помню, что такое фрит. Frites. Ага. Tu lis un journal. Tu lis un journal. Читаю письма. Je lis Des des lettres. lettres. Nous lisons des lettres.
Читаем. Okay, and I don't know who's watching right now, but that's the plan. Do a little bit of Duolingo, then study vocabulary, probably Quizlet, and I think then I will try to do some grammar exercises. I'm not sure what to use because I don't have any exercise book. I found some digital copy. And so I don't know how good that book is. We will try at least. So I hope you don't hear this noise. Sorry. But Oui, je comprends. yeah, you can chat and also just sit down and study if you'd like to. Comprends, oui. Oui, nous pouvons. Не знаю, что это. Pouvons. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Ne pas. J'adore Adore. les baguettes. Baguette. J'aime le pain. J'adore les baguettes. Oui, je sais. Elle adore ses enfants. Пожалуйста. Il faut manger. Manger. Vous savez, l'homme comprend les enfants. Comprendre. Oui, je peux. У меня очень плохо с французскими глаголами. Не со спряжениями, я просто тупо их не помню. Tu dois boire ta soupe. Должен, это не фэ. Dois. Угу. Нужно бы понять такой перевод. Le singe sait manger. Угу. C'est. Sans je sais manger. Le singe sait manger.
Chien. 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 J'achète Achète. un parapluie. Parapluie. Je fais des frites. Bien dire. Je fais. La femme fait un chapeau. Il appelle sa femme. Hmm. Un homme. Ensuite, apporte. Apporte. Devant. Avant. Они идут. Да, они идут. Engage. Tu aides les enfants. Nous faisons notre bière. Nous faisons. Elle fait le canard. Они помогают. Elle fait le canard. Elles aident. Elles aident. Elles aident le canard. Vous allez seul. Vous allez seul. Ok. Vous êtes. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Есть два плана. Так. Ага, да, действительно. Действительно, чего его нет.
Я уже забыла, что это облако наш. Да, это облако. Sombre. Правильно записала? Классный перевод. Ну да, sombre может быть. Почему разница, конечно. Вау, что там так грохочет?
So enjoy. Hello. Привет, да. Хоть кто-то пришел. Как жизнь? Да, я все никак не долечусь. Уже давно болею. Я вроде на прошлой неделе почти выздоровела, потом опаздывала на поезд, на который я опоздала. Пробежалась по морозу и, короче, все. Брала больничный даже на неделе. Сидела дома и все равно. Я все равно болею. Я тут пока переношу с своих тетрадок в Quizlet слова, чтобы через него повторять. И в очередной раз поражаюсь, как у меня отвратительный почерк. Ну, допустим. Мой французский все так же грустно, как обычно. Потому что там нет времени нормально заниматься. Регулярно заниматься. Я не знаю, слышно ли меня там сверху соседи топают. Очень-очень шумно. В общем, да, просто все-таки работа. И плюс у меня есть подработка еще одна. Именно тоже программирование. Плюс сейчас мне подкинули работу именно рисовать. Мне тоже надо наконец закончить. И там было столько правок, что это тоже отнимало кучу времени. Вот. Поэтому... интересно, конечно. Я не уверена, что я могу как-то сделать громче звук. Я с телефона записываю, как бы вот он стоит экраном ко мне. По идее, должны ловить динамики. Просто, например, когда я записываю видео, и они там сверху топочут, их очень хорошо слышно потом до записи. Вот.
общем, да, с французским я надеюсь еще вот что-то подтянуть сейчас за конец года. Не уверена, что я добью свой самоучитель, по которому я в основном занималась. Ну, посмотрим. И я хочу взяться за немецкий уже с января. Ну да, стараемся как можем. Просто с ностальгией вспоминаю школьные времена, как я успевала все это говно. Сейчас что-то как-то очень грустно в этом плане. На самом деле там того самоучителя, сейчас покажу, он не очень большой, поэтому... Как бы вот. Той книжки, и это с учетом того, что тут в конце еще тексты типа для чтения, какие-то типа памятки, где-то вот столько. Поэтому... И мне осталось, наверное, уроков 6-7. Я не знаю. Короче, примерно надо осилить вот столько книжки. То есть это вполне реализуемо. Единственное, что тут программа такая достаточно... Материала мало, но идет это все быстро. То есть там уже я остановилась на уроке, где должно быть будущее время. Вот, что-то такое. И это уже сложновато. Я просто могу утрясти все остальное как-нибудь. Вот. Ну да. Ну, удачная книжка. Хочу уже ее закончить. У меня еще 2 книги есть. Но она очень старая, где-то 80-го года издания. Ну и понятно, что слова, которые там даются. Типа, я работаю на заводе, я живу в Советском Союзе. Как бы не очень актуально. Вот. Я как бы на самом деле читаю учебники вполне норм. Хотя по каким предметам. Для языков, пожалуй, возможно, не очень. У меня дома много всяких там, например, по физике есть еще вообще каких-нибудь 70-х, 60-х даже, наверное, годов что-то лежит. Круглые. У них вполне хорошая. Ну да, что-то такое вроде. Поэтому, да. Еще одна книжка. Я нашла старый школьный учебник наш. Вот. Ну как наш? Я-то учила в школе английский, я имею в виду, который для белорусских школ задавался начало 2000-х, но для 8 класса. То есть это все-таки не начальный уровень. Вот. Не факт, что я потяну. Хотя там тоже, конечно, лексика, потому что там какие правила лета, школа. Но все-таки хоть что-то. Учитывая, сколько он стоил на момент покупки. Вот так. У меня с учебниками английского было все грустно в том плане, что пока я училась в школе, у нас программу образования меняли, не знаю, достаточно часто. Вот. Так что из них учеников при этом в этом мало. Так, ладно, надо донабрать это все.
Quizlet — это, ну, сайт, есть у них и приложение, типа создавать карточки и по ним повторять. Например, сейчас могу скинуть в чат. Сорян. То есть можно создавать модуль, и фактически делается пару слов, например. Или можно, ну, не обязательно для изучения языков использовать. Типа как будто карточка вопрос-ответ. Вот. Ну, можно добавлять, например, к себе модуль, кто-то создавал. Я в основном вот использую для таких топиков по французскому, либо иногда, если читаю на английском книгу, забиваю туда незнакомые слова тоже. И они у меня уже по книжкам рассортированы. Ну, сложно сказать. В том плане, что, например, я могу контролировать, типа, что у меня забито в модуле, то есть не учить то, что мне не нужно. Вот. Ну и плюс, то есть я делаю себе в тетрадке что-то, какие-то заметки, и их же переношу в Quizlet, чтобы на ходу где-то повторять, что у меня приложение на телефоне стоит. То есть я где-то могу там, не знаю, в перерыве или где-нибудь в транспорте сесть, что-то поучить, потому что тетрадка у меня здоровенная, и я не могу ее за собой таскать как бы все время. Вот. Вот насчет уровня сложно сказать, потому что с грамматикой вроде у меня, ну, относительно неплохо, относительно. Возможно, даже на А2 потянет, но у меня отвратительный словарный запас, просто очень никакой. Особенно вот по части глаголов. Я их тупо не запоминаю. И из-за этого, то есть, я думаю, что если брать в целом, то может А1 на самом деле до сих пор. И вообще как-то, ну, вот в памяти что-то остаются какие-то рандомные фразы. То есть, если я, например, включу что-нибудь на Ютубе, я смотрю очень много книжных блогеров на французском, и я как бы могу уловить там минимальные какие-нибудь отдельные фразы. Например, эта книга мне очень понравилась. Что-нибудь типа такого. Все. Больше ничего я понять не могу. То есть вот такой начальный левел, начальный. Ну, произношение я начинала учить французский именно в классе, там, на факультативе, поэтому нам ставили его так основательно произношение. Должно быть, в принципе, ну, более-менее норм. Грассировать я могу. Ну, в дипломе у меня написано, что я инженер по информационным технологиям. Программирование, веб-разработка, базы данных, такие всякие штуки. Ну, именно по специальности. Так, ну ладно, прикольно.
карточки. Ничего все меняет режимы. Тут озвучки нет. Нет, хочу. Info, on top, on pull, on pull. Ой, господи, как это читается? Épouvantable. Белорусский. Вопрос, конечно, интересный. Ну, я розмовляю на белорусской довольно редко, там. Проблема с белорусским в том, что у нас очень много людей, которые, ну, типа, или его не любят, или, ну, если с ними заговорить на белорусском, начинают на всякую смотреть, поэтому, или, например, там, банально где-нибудь в магазине, в ресторане могут, обслуживающий персонал может тупо что-то не знать, ну, и из этого начинается проблема, вот насколько я знаю от людей, которые постоянно разговаривают на белорусском. Поэтому да, типа я не столько люблю действовать людям на нервы, чтобы постоянно на нем говорить. Ну да, прям так. Хотя сейчас, конечно, ситуация намного лучше. То есть, когда вот я была, ну так, подростком, допустим, то есть реакция людей могла быть такая, типа, с якой деревни ты приехал, колхозник такой, значит, а почему ты не можешь говорить на нормальном, на русском языке? То есть такой козырь. Ты оппозиционер сразу. Ну, то есть сейчас как-то еще достаточно нормально относятся, но все равно есть люди, которые вот на работе с меня стебутся, потому что у меня все никнеймы записаны в латинице, да. С белорусского, значит, это мне капали на мозг, наверное, несколько дней. Ну, у нас так есть ребята такие самые бохи, они очень это дело не любят. Еще потом, видишь, у меня ВКонтакте на белорусском тоже начали бухтеть. Надоели. Блин, от работы распрет уйду, от них нафиг. Фантуха. Нет. Безсомбра. Возможно. Хуярд. Нейш. Ну да, у вас же через VPN. Не, у нас, слава богу, с этим нормально, поэтому я в основном сижу в ВК и через него так с знакомыми общаюсь. Там пэт. Как отрабатываю? Ну, сейчас я особо не отрабатываю произношение, потому что мне, в принципе, относительно неплохо поставили. Я, когда начинала, только французский ходила на факультатив, и нас так много базы в плане слов нам для грамматики не дали, но у нас была маленькая группа, и нас по произношению гоняли так качественно. Ну, как отрабатывать произношение? Слушаешь, повторяешь. Тут как бы без этого никак. Ну, сейчас, например, разве что, если прохожу какие-нибудь приложения, ну, типа как вот Duolingo, в Quizlet тоже есть, по-моему, озвучка.
То есть можно прогонять эти карточки, и чтобы они с озвучкой повторялись. Прогноз погоды. Так, отключим русский. Подождите. Чтобы она озвучила только французский. Блин, где это? Помните. О, Météo. метео. Neige. Neige. Il neige. Il neige. Vent. Bon. Il fait du vent. Il fait du vent. Pluie. Pluie. Il pleut. Il pleut. Nuage. Nuage. Il fait sombre. Il fait sombre. Il fait gris. Il fait gris. Soleil. Soleil. Le temps est clair. Le temps est clair. Il brille. Il brille. Brouillard. Brouillard. Tempête. Tempête. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Grêle. Grêle. Tonnerre. 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 Éclair. Éclair. Et éclair. 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 Glace. Glace. Il fait doux. Il fait doux. Il fait bon. Il fait bon. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Да, там можно автоматически включить, чтобы они Il fait un temps проигрывались. magnifique. Il fait un temps magnifique. Il fait un temps épouvantable. Стоять. Il fait un temps épouvantable. Il fait un temps épouvantable. Либо можно вручную прощелкивать. Обычно врубаю автоматически. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Да, запись стрима должна остаться. C'est agréable. C'est agréable. Il fait frais. Il fait frais. Il fait froid. Il fait froid. Il fait gel. Il fait gel. Так. Не быстро попробуем погонять грамматику. Давайте посмотрю, что там за книжки.
смотря какие видео. На английском сейчас я в основном записываю сходу, как бы, ну, без текста. Разве что, если я делаю какие-нибудь там, типа, список книг на прочитать или что-нибудь такое, я просто делаю себе список. Ну и плюс я в основном все книжки читаю на русском, поэтому я стараюсь погуглить название в оригинале, потому что иначе я фиг вспомню. Иногда максимум какой-нибудь план типа по пунктам, что не забыть сказать. Вот для французского, на французского я пишу текст полностью. Потому что моего уровня не хватает для чтобы так вот что-то симпровизировать. Ну так, да, примерно помечаю, как бы, что мне по теме нужно, и уже сижу, перевожу текст. Вот я когда начинала с английским, я как-то больше заметок делала. Там, если я хотела точно что-то сказать и не была уверена, как это переводится, могла там заранее загуглить. Сейчас как-то еще. Я скорее перефразирую там. Но на самом деле я очень много при редактировании вырезаю. Bonjour. Уровень английского. Я думаю, что, ну, так по ощущениям, теперь между B2 и C1. Не могу сказать, что я абсолютно свободна. Могу говорить на английском на любую тему. Как бы, в принципе, я в школе не то, чтобы я хорошо учила английский, но я за счет хорошей памяти выезжала на такую неплохую оценку. И у меня выпускной экзамен я сдала на 10 из 10. Ça va bien. Comment allez-vous? У нас выпускной по английскому был после 11 класса. Мне с экзаменом повезло, потому что у нас так несколько олимпиадников в лицее тянули на хорошую оценку, и нам разрешали перетянуть билет, если что. Сначала мне выпало что-то типа британская кухня или что-то такое.
Не, ребята, давайте попробуем еще разок. А потом я вытянула еще про моду, что тоже, в общем-то, не очень, но получше. И уже ответила нормально. Так, отлично. Хотела грамматику погонять по артиклям, потому что что-то я писала текст и закидывала его. Есть один сайтик, можно туда тексты заливать, и типа native спикеры или просто люди, которые типа, хорошо шарят в языке, могут правки присылать. Вот. И я так заметила, что у меня на плане артиклей что-то какая-то вообще задница. В том плане, что я постоянно путаю вот эти «un» и «le», «la». Вроде я понимаю, когда они должны использоваться, но если регулярно языком пользоваться, то, естественно, станет лучше. О, сейчас вспомню. Только не помню, там обязательно надо регулярно чужие тексты просматривать, проверять, или как оно там у них работает. Типа, как бы за проверку чужих текстов, да, тебе на профиль начисляются очки, там, что-то такое. Может, надо, да, чтобы выложить свой текст, проверить чужой, я не уверена. Я им реально пользовалась пару раз только. Но штука клевая. Сейчас буду учить французский по английскому учебнику. Блин, класс. Les carottes sont des légumes. Les enfants aiment les animaux. Анимал. Домашнее число такое. Блин, где ж масштаб? Что у них там читалка есть? Надо все это листать. Было бы неудобно.
О, привет. Я в английских артиклях тоже путаюсь до сих пор. И несмотря на то, что я учу английский с тех пор, как мне было лет 6. В английском я в большинстве случаев тупо про них забываю. А во французском я почему-то никак не могу совладать с определенным и неопределенным артиклем. И там еще типа третья группа есть, походу, типа как в каких-то формах, типа как падежи или что-то такое. Я не уверена, как это правильно работает. Я не знаю. Я вообще не лингвист. Если бы мне кто-то лет в 14 сказал, что я сама решу учить несколько иностранных языков, я бы поржала. Travail imagine. Не, это должно быть где? Ива. Эльване, но это если... Давай, Эльване, de nous, trois grands mais. Le vice et les besoins. Il y a du cacao et du sucre dans le chocolat. За немецкий, на самом деле, думаю взяться уже очень-очень давно. Потому что моя бабушка преподавала раньше немецкий. Ну и дома всяких учебников, просто закопаться в них. Я, в принципе, даже книжку себе отобрала, нашла какой-то учебник, по-моему, для 3 класса. Ну, не, получается, у нас по новой программе в 3 классе и начинают учить, так что это как раз там основа должна быть. Надо его из дома забрать будет через недельку. Не забыть. Так. Le père, la mère, l'enfant. Les pères, les mères, les enfants. Это я знаю. Да. Так, где упражнения? Вот упражнения. Чуть
Что еще про него? Угу. Musical. Les hommes. Les haricots. Les haricots verts. Les poires. Les ors. D'œuvre. D'œuvre. Дай бог памяти. Да, les fruits et les légumes, le mari et la femme, passer le voir et le contre, le pour. Не, учебник-то французский этот. Тот учебник мне подогнала тетя. Куда она его достала, я правда не знаю, но да, она по нему как-то занималась. Так, я забыла, что я хотела погуглить. Ага. Хотя одну книжку по французскому мне бабушка тоже тогда была. У нее почему-то валялся словарик. Вот. А так у нее именно немецких материалов всяких много. Пух. Все ли пух или контр. Насчет видеть сложно, потому что как бы или тогда надо прикручивать как-то камеру сверху, но вы не будете видеть меня. Поэтому этот вопрос, конечно, интересный. Если бы у меня был какой-нибудь штатив для моего телефона, можно было бы сделать немножко так сверху, чтобы и меня было видно, и тетрадки. Но вы сейчас стоите на стопке блокнотов, вот, и наклонить это сильнее я вряд ли смогу, чтобы оно не упало мордой вниз. Да. Ну, как бы, качественный контент, все дела. Так. Окей. Так, блин, у нас слишком много пролистала. Да. Так. Ладно. Угу. Типа, какого народа я должна сама знать, да? Класс. Погнали. Блин, что подписывала? Понятно. Чтобы я помнила. Университет. Какого рода университет? По-моему, женского. История, по-моему, тоже. Словарик. Ладно, это все подписано тут. Хоть что-то. Блин, конечно, клевые упражнения, могли бы хотя бы в скобках типа писать. Пример, кто у них не все показано. Разве что где-то на предыдущих 200 страницах они эти слова уже писали. Я ж не тот человек, который пойдет с самого начала все проходить. Нет.
Вот, где МКУ? Пожалуйста. Да, университет женского рода. Что это будет? В том желтом уроков 7 где-то. Это я сейчас открыла другую книжку, потому что в моем самоучителе упражнений, по-моему, практически нет. Там есть упражнения на перевод, и в начале такой, типа, проверьте себя, типа, знаете ли вы наперед, что будет в занятии. В таком плане. То есть там тоже буквально на перевод 10 упражнений. Я искала что-нибудь именно по грамматике. У меня нашлась скачанная книжка. Вот. В ней что-то есть. Так, история. Что-то мне кажется, что это тоже женского рода, но лучше проверить. Да. Видите, что не всем столикам женского рода. Так, это было где-то выше уже. А нет, там вон было в том числе. А нет, вон было единственное тоже. Что интересно значит. Да. Мне прям любопытно. Закуска. Интересно, ладно. Это была закуска. Да, это именно не мой аж. Наш петролёв. Угу. От. Ну, тоже не... А нет, это мужского рода. От. Это стыд. Так, я, пожалуй, пойду заварю себе чаек. Не переключайтесь. Скоро вернусь. Good luck with your Russian. I'll be back in a minute. Hello, that's right.
иметь something continue now. Носочки тоже не помешают. Погнали дальше. Было. Так. Должна была знать это слово. Та-та-та-та-та. La maison. Maison женского рода вроде. Вроде бы. Ло. Этиньян. Ну, это вроде множественное число. Господи. Здорово, спасибо. По-моему, это множественное число. Да я не уверена. Да, это множественное число. Значит, это будет лейзетильян. Анимал. Тоже по-моему множественное. Анимал, потому что оно... Если это то, что я думаю... Наверное. О, Господи. Les animaux ont на это исключение Hongrie, la Hongrie.
Отлично. Давайте на французском. Voiture, la voiture. Ну, это же тоже какая-то машина. Отель. Повод исключения. Или нет? Нет, это должно быть сильно. Отель. Так. Лицей. Я не знаю, какого рода слово лицей. Лицей. Наверное, мужского. Умар. Отлично. Не знаю слово лобстер. Ну, допустим. Haricot vert. Les haricots verts. Лоун. Так, какого слова лицей? Какого же рода слова лицей? Мать, прошу. Мужского. Да. Так. Да, конечно, идея делать стрим с насморком была плохой. Ну, что делать? Есть ответы? Появляется в этой книжке.
буду хавать чипсы. Почему нет? Он не любит. Так, ладно, пойдем, потому что я знаю. Муд, точно. Ого. Это dans le monde. Heure с немой H, поэтому по идее должно быть l'heure. C'est l'heure de passer à table. Там было il y a ça. Il y a un sang. Отлично, забыла число. 10, 13, 14, 15, 16. Il y a un 146 millions de francophones dans le monde. Так, что еще могу знать? Météo, la météo. Если оно женского рода. Nous partirons demain matin si la météo le permet. Так, остальное, наверное, надо искать. Пей — это вроде страна. Какого-то слова рода я не помню. Да, страна. Пей, и она мужского рода. La France est le pays le plus visité du monde. Самым большим количеством посещений. Нет, скорее, наверное, самая наиболее посещаемая страна в мире. Что, Франция страна какая? Это скорее всего, какое-то выражение.
столу. Passer à table. Спасибо, passer. Это что такое? Passer, passer, passer. Много вариантов. Клево. Никто не смотрит. Даже если. Так, ладно, двигаемся дальше. Мэй. Что это такое? Что-то знакомое. Скорее всего, я знаю это слово, но я не помню. Нет, как это звук делается? Это рука. Да, я знаю это слово. Это рука. И муж женского рода ля мы. А как это видно слово читается? Это, конечно, хороший вопрос. Это... Мы. Наверное, близко. Так. Je peux vous tenir la main. Mais. Je peux tenir la main. Je peux. Я думаю. Я могу. Не знаю глаголов, просто очуметь. Я могу. Подержать вашу руку, что ли? Наверное, да. Интересно. Значит, начальная форма это портьер. По идее. Мы уезжаем завтра утром.
наверное, в таком контексте. Если... Погода какая? Если погода позволит. Ну, странно. Ладно, допустим, транспорт. Ну, это вроде бы множественное число, и, наверное, конкретно ли... Что это значит? Prenez les transports et en camin. Prenez. Да, от какого-то другого. Скорее всего, это от prendre, но не вижу. Да, это от prendre. Возьмите типа общественный транспорт. Я так понимаю. Prenez les transports en commun. Пойди так. Предпарк тоже, наверное, множественное число или нет?
Что-то мне кажется, что должно быть. Нет, это единственное число. Не рыба. Что тут хаваю? Так. И prépare le repas. Он готовит еду. Так, это что значит? Вообще не понимаю структуру предложения. Чипсы закончились, да? Класс. Чипсы закончились. Так, мы идем. Это 1000. Meilleur. C'est marié pour des milliers et pour pire. Что означает? Угу. Хорошо. Угу. Что-то мне это напоминает о нашем болезни и здравии.
варианты. Ну, допустим. Plus. Bounce. Там у меня почерк. Ой. Bounce. Я не знаю ответа. Это женского рода. Je sais la réponse. Я знаю ответ. Знаю ответ. Ой. Так. Ну, надо бить упражнения. Посидеть, попить водички. В принципе, этот учебник не так уж плохо, если он найдет на него ответы. Это будет клево. Ой-ой, что ж ты такое? Ой, 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 это глаз. Ну да, действительно, тоже должно слезаться. Je n'ai pas pu tourner l'œil de la nuit. Типа я не закрыла глаз ночью. Забавно предложение. Ну, действительно любопытно. Ну, потому что я не понимаю до конца, как это образуется. Это ладно, жени. Ну да, это ладно. Так. А вот это что? Ага. Я не мог. Угу. 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 Я не мог.
есть. Но это множественное число. Да, ли. Ли. Хорошо. Угу. Ну да, действительно. Окей. Тут тоже множественное. Ли. Леки. Дель сен. 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 Ксена по-французски. Говорила, что у меня нормальное произношение. Если я знаю, как это прочитать, ну, конечно, нормально. Так. Seine. Нет, это, подождите, французский. Seine. Сен. Леки де ла сен. Да, действительно. Можем видеть алхимистов. Можем. Типа по всей протяженности.
Это будет так, во-вторых, что это значит? Как это корректно перевести? Да. Мгм. Так, молодые. Что еще тут есть? Блин, это предложение упражнение большое. Лучше я Василию. Или начать. Ладно, так. Au cinéma. J'habite aux États-Unis. Je parle du professeur. Et là, de monsieur. Mhm. 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 Nous allons à la maison. Il est à l'aéroport à cause de la grève. Il sort de l'hôpital. Так. Пару предложений. Выяснили, где что употребляется.
Salon. А. Идем домой. Алексо. Синема. Люсина. Поэтому О. Блю. Так, а вот и Глис. Глис. Ага, ну да, у меня должен быть L с апострофом, поэтому тоже не сокращается. Так, это, наверное, Г. Алякет. Ага. Типа боль в голове. Боль в голове и валтха. Валтха. Такое валтха. Я не помню, что такое валтха. Я, наверное, знаю, что такое валтха. Я понятия не имею. Да, это живот. Это живот. Что-то мне так и казалось. Потеряла. Это мужского рода, значит, должно быть. О. Домой. Овха. Овха. Она предлагает свечку для дома. Так, что ли? Мне подарок точно. Подарок. Кандел. Все, мозг. Он готов. Так, подождите, это да, все понятно. Элюха, кадо, делон. Что-то мой мозг уже вскипел. I'm not sure if there's anyone watching or not, but just in case, I was doing exercise from
book called Complete French Grammar for Reference and Practice. I'm not sure how to pronounce author's name, but it's Trudy Maria Booth, maybe. And yeah, so I've done just a little bit of that, and now I'm going to read the book and trying to read it and translate it. So the book seems very nice, and we need to look does it has the answers, because it would be very, very helpful. Yeah, let's look anyway. It seems like it doesn't. Maybe it have a separate book for all that stuff. Oh, yeah, probably doesn't. That's sad. But we will live with that. Полагаю, что это можно перевести, как она вскрикнула. Ну, господи, стилет автор, это просто пипец. Она произнесла крик. Спасибо, Translate. Это очень помогло.
М. На скрипку и чуть не на шею. Да. Блин, надо записать.
Привет, пап. Вы можете написать мне что-нибудь? Как у вас там дела? Потому что телефон вот, я не могу по нему говорить. Я все. Парли францез. Вот.
Не уверен, что Google правильно перевел вопрос. Но вообще в этом телефоне фронталка лучше. Хотя при таком плохом свете все равно. Так, что мы остановились-то? Мгм. Блин, папа, Google Translate знает больше французских слов, чем я. Ах. Да, подсветка отличная. Очень помогает. Это, походу, у меня цвет не меняется. Только красный. Или я не нашла. Ну ладно. Я просто тут сижу уже 30 час, и у меня мозг немножко перегрелся. О. Микрофон это хорошо. Мне тоже уже раньше в чате говорили, что почему-то меня плохо слышно. Хотя вроде, когда я записываю именно видео, вроде нормально. Ну так. Не идеально, но... Не знаю. Хотя да, на видео я тоже иногда в программе потом звук выкручиваю. Потому что тихо. Может, это потому что на фронталку.
Я не знаю, где на нем динамики, хотя надо спереди должны быть. Мои заметки стали плохо клеиться. Печально.
Ладно, раз народ просит хлеба и зрелищ, я вообще тут читаю, перевожу. Я попытаюсь это посчитать вслух, дай им Господи. Все, я доперевела кусок. C'est Mathilde qui est sortie la première. Alors, elle a poussé un cri et un manque de lâcher son dossier dans une flaque d'eau. Rémi s'amuse de sauter sur les gens dans le noir. Tu m'as fait une de ces peurs. Mathilde est notre déléguée de classe. C'est sur toi ma meilleure amie. Je leur dis, ma seule amie. D'habitude, je ne supporte pas les filles. Avec le faucon de canard derrière le main et de faire des histoires pour rien. Mais Mathilde, ce n'est pas pareil. Elle a toutes les qualités d'un garçon. Ouverte, franche, courageuse. Что примерно переводится как Матильда вышла первой. Идем? Она вскрикнула и чуть было не выронила мою папку с досье в лужу. Реми, тебе нравится пугать, тебе нравится выскакивать на людей из темноты? Ты меня очень напугал. Матильда наша, я думаю, это можно привести как староста, видимо. И, что особенно важно, она мой лучший друг. Я собирался сказать, мой единственный друг. По привычке я не переношу девчонок с их привычкой смеяться за нашей спиной. Ну, в данном случае за руками, но я думаю, это переводится. Фраза как за спиной. И придумывать истории на пустом месте. Но Матильда не такая. У нее есть все качества мальчишки. Открытость, искренность и храбрость. Вот. So, I don't think that anyone is watching right now, but what I finished today, I did a little bit of Duolingo. I've transferred some my vocabulary notes from paper to Quizlet on topic weather. I did a little bit of grammar because I have problems with articles, so yeah, I did a little bit of exercise on that, and I've translated a small part from a book,
really tiny. It's half of a page, but this vocabulary is still quite hard for me. So I think that's all. Well, it was a long 3 hours of streaming, so